И снова здравствуйте, и снова доброе Доброе утро. утро, дорогие телезрители. Да, мы немного засиделись на своих местах, поэтому решили поменять локацию и заодно пригласить очень талантливого человека к нам в гости, художественного руководителя коллектива Альбину Исмаилову. коллектива У нас «Агама», сегодня с хотел сказать. фамилиями Урмата не очень, поэтому представляю сегодня я. Художественный руководитель танцевального коллектива «Агама». У нас в гостях Альбина Исмаилова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот у Как меня- дела у вас, Альбина Джер? Рассказывайте, как проснулись? Все отлично. Дети порадовали. Ага, отлично. Ну, сейчас будете радовать нас именно вы. Рассказывайте, как давно существует коллектив «Агама»? Ну, танцевальный коллектив Агама существует 2006 года. Это наши инициалы. А также это ящерица, которая живет. Единственная ящерица, которая живет с семьей. Как бы есть папа, мама и семья. И Отлично. также мы семейные, дружные. Почему Так же ты ящерица? У продолжай. меня вопрос. Кто-то очень любит хищных животных и где-то млекопитающих. Да, у нас одна девчонка любила ящерицу очень. Да, она еще как бы она подвижная такая вся. И, Вот. ну, надеюсь, не похоже. Надеюсь, не похоже, потому что мы видим участниц вашего коллектива. Все красивые, статные, высокие. Но об этом немного позже. Скажите, 12 лет существования. Сколько людей состоит в коллективе сейчас? За 12 лет существования мы как бы существовали только как группа существовали. На их в основном выступали в коммерческих целях. Нас было всего 5 человек. Вначале было 5 человек, потом с 2010 года я собрала человек 60-70. Теперь беру девочек 6 лет, от 6 лет и выше. Как вообще проходил путь становления художественного руководителя коллектива музыкального? Ну, в детстве Танцевального. я любила танцевать, конечно. Ходила на кружки, в основном ходила на кружки. Для меня это даже до 11 было как хобби, мое любимое хобби. Сама я педагог немецкого языка. Да, а вот вторая профессия, я потом уже, как бы уже после 20 лет осознала, что это уже мое, что я люблю работать с детьми, мне это нравится, мне нравится подвижный образ жизни, я не люблю сидеть на месте, вот, и продолжила. Еще одно подтверждение того, что никогда не поздно сменить профессию, если она тебе не по душе, Да. друзья. По-моему, Не, очень ну кто замечательно. сказал? Вот Альбина Джер сказала же, что вот она педагог немецкого языка, а потом на 1, 2, 3 стала... А еще этот немецкий позыв, который говорит «стоять, не с места», все четко и ясно. Хорошо, у меня вопрос. Вот по специальности как таковой, ну, по крайней мере, по первой специальности вы не работаете, правильно? Ну, разве что с клиентами общаетесь. Нет, я совсем уже не работаю. Вообще не работаете. Совсем. Отлично, но все-таки вот та же самая немецкая дисциплинированность, все мы знаем, та же Пруссия испокон веков, ну не испокон веков, но по крайней мере со средневековья славится тем, что порядок превыше всего. Да. Вот какие-то философские моменты, по крайней мере, вы переняли и используете в своей нынешней работе? У немцев, да, это вот пунктуальность. Пунктуальность. Да. Вы никогда не опаздываете. Я думаю, что... Мы стараемся не опаздывать на той и на Все концерты, самое конечно. важное мы не Это у нас, пропускаем. да, самое важное, наверное. Ну, мне кажется, что любой клиент это оценит, потому что безответственные, скажем так, исполнители услуг это плохо, а Да. сверхответственные это очень хорошо. Итак, с 2010 года 60 человек вы набрали. К нынешнему моменту сколько у вас учениц? Также 60-70. Мне больше, Больше не нужно. мне больше не нужно, да, мне как бы больше не количество, а качество люблю. Какие виды танцев в основном танцуете? У нас в основном народные танцы. Мгм. Это подразумевает, конечно, как бы кыргызский наш национальный, казахский, узбекский, уйгурский, модерн. Сейчас, О. да, мы работаем. Мы у вас уже были в гостях, мы приходили с танцем с барабанами. Мгм. Танец гусаров, мы уже как бы выступали, уже не первый раз у вас в студии. Вот. Мгм. Хорошо, какие изменения планируются в 2018 году или вообще в ближайшие 3 года? Изменения, да, мы хотим уже создать как бы ансамбль. Нам нужны
педагоги, потому что я одна уже как бы я не сумею с таким количеством детей, потому что каждым годом все растет и растет количество. Да, ну побывали мы уже в Турции, в Казахстане, в других странах. Вот сейчас цель у нас летом поехать в Китай. Нас пригласили, да. Вот, теперь готовимся. Расскажите о конкурсе, который будет проходить в Китае. То есть это международный конкурс. Это международный конкурс, это фестиваль, Мгм. скорее всего, да. Там не лидируем на первое, второе, третье место. Это фестиваль дружбы Это народов. демонстрация Да. силы. И Хорошо. дружбы. Отлично. А планируете еще какие-нибудь, я не знаю, дополнительные виды танцев освоить? Может, брейк-данс еще будет? Брейк-данс нет, у нас пока нет танцев в современном направлении, да, хип-хопа. Мгм. Также сейчас в моде это корейский стиль. Да, кей-поп. Да, кей-поп, Кстати. да. Кстати, и народные корейские танцы, они тоже в моде. Да. Вот в этом направлении будем работать. Отлично. Хорошо. А у вас сколько возрастных групп? Возрастных, ну, младшая, средняя, старшая. Старшая группа до 22, С наверное. 6 лет самая младшая да, да. группа, верно, я так С 6. понимаю? Ну, по-моему. Хорошо, а вот следующий вопрос. Если с 16 до 22 это, скажем так, старшая группа, ваши ученицы, они не всегда же ведь учатся на хореографов, Нет. правильно? А многие из них, они после того, как становятся частью коллектива Агама, они планируют продолжать свою дальнейшую карьеру именно в творческом направлении или уходят работать по специальности? Да, с девчонками, знаете, чуть сложнее, чем с парнями, потому что все-таки женщины выбирают семью. Семья на первом месте. Ну, так же, как и я выбрала, но я как бы продолжила эту профессию. Да, в основном они, вот кто учится, например, на педагога, ну, хореографа, кто поступил, тот и остается. А у кого вторая профессия, тот старается уже по Работать профессии непосредственно работать. по Да, профессии. да, То есть мальчики, получается, намного постояннее. Они Мальчики остаются и да. идут преподавать. Чуть-чуть. Да, но мальчиков мало. Но мальчиков мало. Да. Мальчиков мало, а девушек забирает замуж, да, я так понимаю? Да, если они еще и красивые. Если красивый, то забирает еще Сразу. раньше. Да. Да, но сегодня, несмотря на все эти трудности, в целости и невредимости, до нашей студии дошло Добрались. энное количество. Я надеюсь, что по дороге никого не перехватили. Но, кстати, это очень плохо. Вот мое мнение, я обращаюсь к телезрителям. Это с сейчас девушек уголовно плохо. наказуемо, друзья Да, мои. это плохо. Ладно, шутки шутками. Вы сегодня подготовили номер, правильно? Да. Как он называется? О чем? Наш национальный кыргызский танец Минкял. Отлично. Этот танец, мне кажется, в исполнении и в представлении не нуждается, а в исполнении как раз-таки и нуждается. И сейчас творческий, танцевальный, хореографический коллектив Агама продемонстрирует свое видение на этот замечательный танец. Ну что, Которая нуждается в вашем внимании. итак, поехали.